Здравствуй, моя горячая жена Катя и дочь Клара Петровна. Катя, я сегодня дежурю, работы особой нет, иногда сидишь, лезут в голову всякие мысли и воспоминания. Очень скучаю. Хочется встретиться с тобой, обнять, как бывало, и посмотреть на дочь. Очень хочется увидеть, какая она есть и на кого похожа. Хотя бы ты написала, а фотографироваться, наверное, нет возможности. Если есть возможность, ты сфотографируйся, ведь и твоей фото тоже нет у меня, а я вам скоро пошлю. Недавно фотографировался на партбилеты, скоро получу. Катя, я сейчас член партии. Меня недавно, перед наступлением, приняли. Катя, ты же знаешь, что я скучаю. А ты еще позволяешь такие письма писать Марусе. Неужели ты мне не веришь? Неужели ты думаешь, я здесь занимаюсь тем, о чем ты думаешь? Я вчера на это рассердился и вчера написал тебе письмо, чуть ли не с матюками. Ты это должна получить, но ты не обижайся. Виновата дама. Катя, ты напиши, кто тебе такую чушь наплел? И неужели веришь? Ну ладно, об этом все. Пиши чаще письма. Как растет дочь и вообще какова жизнь. Катя, как насчет одежды? Можно ли что-нибудь достать и как вообще одеваешься? Ничего, сильно не беспокойся. Придет время и все будет. Была бы здорова. И береги здоровье Клары. Если что случится, буду ругаться. И очень здорово. Как живут родители, папаша и мамаша? Ты помогай по возможности. Привет Максиму, брату и так далее. 12 декабря 1944 год.